Я думаю, если у вас появилась заинтересованность прийти и принять участие в этом, то, скорее всего, вы начали интересоваться тем, что может сделать вас конкурентоспособными в этой жизни. Потому что практически информационные технологии сегодня это один из важнейших этапов развития человечества всего, и одно из таких важных направлений, в котором непосредственно можно найти удобные быстрые решения с наименьшими затратами. У Крымской республики нет нефти. И это очень хороший момент, потому что придется думать головой, чтобы достичь какого-либо процветания или выживания. И, естественно, каждый доллар, каждый сом на счету в нашей стране. И информационные технологии — это единственная отдушина, в которой крымские граждане, девчата, ребята могут проявить себя, вложить свой интеллект и пробиться, естественно, к международному, мировому такому полю, в котором кипит конкуренция. Сегодня все решает мозги. Сегодня все решает интеллект, знания, способность работать с информацией. Еще Черчилль говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Кто умеет использовать информацию, тот может многое. И вот наступили те светлые времена, можно сказать, я могу это констатировать смело, когда мы можем, как граждане, контролировать наше правительство. Мы можем видеть, куда, сколько денег тратит наше государство. Мы можем видеть, сколько оно собирает вообще. Для этого созданы различные порталы, но один из наиболее удачных создан государственным учреждением инфосистема при Министерстве финансов. Данное учреждение объединило в себя талантливых молодых людей, которые знают, что такое финансы, и которые в то же время знают, что такое информационные технологии. Вот сегодня я хотел бы вам представить портал, который существует уже 2 года, и за эти 2 года очень хорошо себя зарекомендовал, как портал, которому аналогов нет в мире практически. Есть только 3 страны, которые имеют такие порталы. В чем его особенность? Особенность его в том, что вы можете отсюда отследить все финансы правительства. Можете отследить финансы правительства как в стране в целом, как по одному учреждению, так и по всему государству, так и по айлюк-мыты, даже вплоть до этого. Сколько денег было у айлюк-мыты, на что они потратили. Все эта информация здесь. Актуальность информации в том, что эта информация обновляется прямо с банка. Вот, например, плательщик, налогоплательщик пришел, заплатил налог в банк, РСК банк, у нас такой монополист. Эта информация появляется на счетах казначейства. И автоматически эта информация обновляется, и вы можете увидеть ее здесь. То есть скорость обновления 1 сутки. Так что это очень интересный сайт для аналитиков, для экономистов и просто для тех граждан, кто хочет знать, насколько умно государство распоряжается нашими налогами. Ведь вы поймите, что ваши родители, и вы сами уплачиваете налоги, и на них кормите государство. Например, когда вы покупаете булочку, кусок булочки, это, тот кусок, который откусывает вас правительство, потому что цена булочки могла бы быть на 30% или на 20% дешевле. Но она дороже, потому что есть такой налог, как НДС. Но НДС не платят бизнесмены. Бизнесмены, на то и бизнесмены, чтобы быть умными, они вкладывают в цену товара. Покупая товар, вы платите налог. На эти налоги вы нанимаете правительство. И буквально у вас есть полные права следить, что делает правительство, и управлять этим. Потому что это ваш наемный менеджер. Это ваше, оно вам должно. Вы ему уже дали деньги. Ваши родители уже дали, вы ему тоже даете каждый день, покупая булочку. То есть фактически вот это дело вы можете осуществлять. Первый шаг, контроль, знание, куда правительство девает мои деньги, вы можете узнать отсюда. Вот смотрите, здесь такой портал, здесь несколько интерфейсов, всего 10. Самое основное, о чем я сегодня хотел бы поговорить и вкратце вам показать, это портал «Открытый бюджет» для начала. Заходите на этот портал, и тогда достаточно. Так, видать, интернет немножко форматов. Вот на этом портале, то есть на этом плане вы можете увидеть все расходы и доходы правительства, если у нас интернет становится.
Так, скорость интернета оставим. Хорошо. На секундочку. Там, наверное, Wi-Fi отключился. Wi-Fi отключился? Нет, ну там именно. Да, он отключен. Перейдите на другой. Хотя вон подключение есть. Ну вот, отлично. Кажется, надежда появилась, что что-то открывается. Ну вот он, портал «Открытый бюджет». Что вы здесь можете увидеть сразу? Здесь можно посмотреть государственный долг, внутренний, внешний долг, профицит, дефицит нашего государства. Давайте прямо сейчас посмотрим на сегодня, что у нас. Так, у нас внешний долг 139 миллионов сомов. Ну, это получается, подождите, это что у нас? Миллионов сомов, да. Это здесь тысячи сомов, поэтому это получается 139 миллиардов. Итого это получается 3 миллиарда, да, практически. Внутренний долг у нас, внутренний долг это долг перед пенсионерами, перед госслужащими, которые у нас будут платить зарплату. Видите, у нас 13 миллиардов сумм. Государственный долг получается 153 миллиарда, это вот внешний долг. Вот эти все данные, они обновляются интерактивно. Технология применена. Тут в основном две, да, это PHP и Java. Да? Здесь на видеострелку вы сразу можете увидеть примерную сумму, да? Вот это динамика роста долга. В общем, в целом, динамика роста долга такова. Где-то в час, в минуту где-то 2,9 доллара плюс. По-моему, даже в секунду. 2,9 долларов в секунду. Рост внешнего долга. Если мы посмотрим на профицит или дефицит, вот сейчас как бы, вы знаете, да, там министр выступает и говорит, в нашем государстве дефицит составил столько-то, столько-то. Это условная цифра, скорректированная в какой-то день. А здесь вы видите ее текущее режиме. Если опять позволить интернет, да? Ну вот, в принципе, вот так и выглядит. Дефицит это все, что вниз уходит, профицит это то, что вверх. Сегодня у нас дефицит, давайте посмотрим, сколько. Это получается 20 миллиардов сомов примерно. Вот такой у нас дефицит, да? Что здесь интересно? Здесь вы можете увидеть детальное поступление по плательщикам. Например, вот вы можете ввести ИНН и увидеть, сколько этот человек, налогоплательщик, непосредственно заплатил государству. Кто-нибудь платил государству недавно? Налоги оплачивали? Да. Электричество? Ну ладно, давайте я свой покажу. Вот у меня есть как бы ИНН, да, в паспорте. Сейчас я вобью этот ИНН. Когда высокоскоростной интернет откроет браузер. Есть подозрение, что все-таки сейчас откроет. О, не прошло и года. Так, ну вот. Сюда вы вбиваете ИНН любого человека, либо предприятия. У людей в паспорте 14 значений, это называется ПИН, да? 40, 31. Большой зал это как один. Зал 2 это как зал 1. 71. Вбиваете, ищите поиск. Интересно, он найдет меня? Нашел. Смотрим, сколько я заплатил налогов. Ну, скажем, ну ладно, возьмем период побольше, да, скажем, 2000 лет. Показать. Ну что ж, видите, на каждой, как бы, на каждую мою платежку, которую я принес, да, и передал в банк, есть определенная сумма. Видите, да? Ну, всего за этот период я государству по патентам заплатил 12 тысяч сомов. И такую информацию можно получить по-любому. Да? То есть база живая. Считаете угрозу личной, да, личным данным? Вот теперь я вам скажу, что эти требования ставятся на международными организациями.
Международные организации требуют, чтобы бюджет был прозрачным. Мало ли что они требуют. Я Это- хочу, чтобы мои налоги видели и какие-то люди. То есть, смотрите, что такое, есть концепция хрустального государства, прозрачного государства. Если вы боитесь, что ваши налоги, хотите, чтобы ваши налоги не были видны, то это сфера интересов, например, АКС, да? Антикоррупционной службы. Почему вы не хотите, чтобы ваши налоги были видны? Ну, если АКС надо, то они могут сами записи посмотреть. Ну, ничего страшного, это годится нам. Например, я горжусь, что хотя бы 12 тысяч сомов из огромной суммы, которую я заплатил, здесь отразилась. Я хотя бы этому горжусь, да? Потому что тут учитываются только те налоги, которые напрямую поступают по ИНН. А если вы вобьете ИНН компании, тоже выйдет полностью детальная информация. Зачем это делается? Это требования, международные требования к прозрачности бюджета. Кстати, индекс прозрачности бюджета предоставлен, да, в этом году изменится, потому что международные организации наконец-то начали понимать, что это портал. Вот видите, да? Получается, у всех частных компаний тоже выходит, кто сколько за что заплатил. Совершенно верно, совершенно верно. Кроме соцфонда. Да. Кроме соцфонда. А соцфонд, он секретит свои данные. Да вы что? Соцфонд, я думаю, у нас так, да, если кто-то слишком сильно секретит свои данные, есть вероятность, что там что-то есть такое хорошее. Вот смотрите, теперь давайте посмотрим расходы, да? Как вам интересно, по функциям посмотреть, это оборона, типа такого, или по ведомствам? Да, по ведомствам, давайте. Заходим, смотрим ведомство. Смотрите, у нас есть аппарат президента, аппарат омбудсмена, что вам интересно? Президент суд. Верховный суд? Давайте посмотрим. Аппарат президента что-то около 58 миллионов сомов, что ли, затрачивал? А Верховный суд у нас затратил, сейчас скажу, с января, да, этого года, сколько он денег потратил, давайте посмотрим. Ну что ж, 35 миллионов, меньше, чем аппарат президента. А рейтинг можешь составить, кто больше всего потратил? Кто больше всего потратил? Тут так, информационная куба не встроена пока в систему. Она так, вы поймите, здесь еще вырезаны данные по силовым ведомствам, потому что это уже объект государственной тайны. Почему они скрывают свою... Не знаю. Я думаю, что здесь то же самое, что и с соцфондом, хотя в официальных документах проходит как государственная тайна, государственная безопасность национальная. А почему те же международные ваши организации не требуют их прозрачности, но требуют наши? Потому что, как мы же гражданские институты, а военные институты, естественно, имеют право в международном праве скрывать свои расходы. А можно написать заявление, чтобы мои данные оттуда убрали? Я думаю, что вам, конечно, вы можете написать заявление, да, но это привлечет к вам внимание. Если у вас есть незаконные доходы неучтенные, да, или слишком большие налоги платите. Нет, допустим, у юридического лица, согласно положению о коммерческой тайне, вот данная информация является коммерческой тайной. Она же может написать заявление? Данные по налогам не являются коммерческой тайной. Нет, но смотрите, получается, например, интернет-компания, да, есть определенная абонентская база. Мы не хотим показывать свою абонентскую базу нашим конкурентам. Но, в принципе, да, по налогам можно высчитать, какая абонентская база, учитывая наши тарифы. И какие доходы, соответственно? Да. Можно. Но знаете, Получается, когда вы никакой сдаете коммерческой декларацию, да, тайны. декларацию подоходную, налоговую декларацию в конце каждого года, вы мне показываете белую бухгалтерию. И она, по законам нашего государства, является публикуемой. Понимаете, да? Если вы ведете законную деятельность, если вы платили все налоги, вам не имеет смысла скрывать ваши доходы, потому что у вас все законно, все прикрыто. Если же вы не хотите этого делать, то, скорее всего, у вас есть две причины, да? Советский психотип, да? То есть советская психология, когда боялись УПХСС. И второе, это, желание недобросовестной конкуренции, потому что сокрытие информации от конкурентов, в том числе и по выплаченным налогам, это недобросовестная конкуренция. А информация идет по конкретным, по всем видам налогов? Или просто вот общий доход? По всем налогам. Только по тем налогам, которые напрямую попадают в бюджет. По тем налогам, которые уходят в соцфонд, нет. Соцфонд у нас вот такая вот организация страшная. Кстати, ее председатель обиделся на меня, говорит, приходи ко мне в кабинет, пообщаемся, побеседуем. Я скажу. Так. Посмотрели, да, мы этот открытый бюджет. Теперь давайте вот посмотрим интересную такую вещь, как экономическая карта. Чем она интересна? Здесь следующий год мы
с вами увидим все области, да, все населенные пункты, города, по которым, по каждому аэропорту, по каждой сельской управе расходы и доходы. Полгода еще осталось. Вот она, экономическая карта. Видите, да, она интерактивная. То есть непосредственно можете выбрать как любую область. Сейчас я бы предложил посмотреть на доходы Гостерит. Меня давно отслеживаете доходы. Мне очень интересно, что ж там такое? Вот столько людей, столько денег оставляет, а что-то вот доходы как-то все маленькие. Вот видите, да, открываете практически район, в разрезе района, да, карту, и можете выбрать, где же у нас Гостерит. Вот он, да. Нажимаем. Ну вот смотрите, население 10 тысяч человек. Остальная статистическая информация Аэропорту не предоставляет. Видите, это обязанность на них, да, висит. А активы и обязательства, да, ну и того доходы, да, это у нас получается. Доходы у нас таковы. Область получила 50 миллионов сомов. Давайте посмотрим, что, ну как вообще у нее с доходами обстоят дела. Видите этот график? Здесь, оказывается, в 2011 году они получили меньше, собрали меньше, чем в 2012. В 2012 году, это красная, да, такая линия, они собрали почти под 12-13 миллионов сомов, да, например, в июне. В июле где-то они собрали, ну, не знаю, 11 миллионов сомов, да, и уже в августе сразу упали сборы, да, и налоги. Может быть, из-за риски очумели, хотя непонятно. И вот смотрите, зеленая, это 2013 год. В этом году меньше собирают налоги и меньше получают из бюджета. Меня всегда беспокоило это, потому что, смотрите, я подсчитывал, синхронизацию, да, проводил. По Аэропорту приезжает примерно до миллиона человек ежегодно. Да? В этом году как минимум 1 миллион. Каждый турист оставляет где-то 10 тысяч, там, 5 тысяч сомов, да, там. Если мы умножаем эту сумму, то мы получаем где-то несколько миллиардов сомов, да, из которых ну, налоги, хотя бы, да, за патенты, да, ну, хотя бы 10%, да, должны составлять, ну, где-то около 70-80 миллионов, да, только в Гостерит. Ну вот вам картина. Вот вам реальная картина по Аэропорту, да, что оказывается не так много. А теперь посмотрите, из чего состоят, да, эти деньги, которые они получили. Официальный трансфер, красный кусок пирога, это то, что перечислил центральный бюджет из Бишкека туда, как грант, как дотация в регион. А неналоговые доходы, зеленый, да, кружок, это штрафы и так далее, ну, административные вещи. И вот налоговые доходы 60%. Ну, более-менее, да. Теперь давайте посмотрим другой город. Ну, например, Дарницкая область, да. Вот Нарын. Посмотрим доходы с Нарына. То есть вы видели, да, Иссык-Куль это зарабатывающие место, особенно летом. Теперь давайте посмотрим, как доходы, скажем, по... Ну что мы посмотрим? Акбаши, да, давайте? Более-менее, да? Ну, Акбаши, район, да. Дарницкий район, Очкорский район, Акбашинский район, отлично. А Акбашинский район мы посмотрим, Акбашинский аэропорт. Тоже 50 миллионов, чудо. Туристической ценности нет, но все равно те же самые 50 миллионов. Забавно, да? Давайте, а? Ну, я не совсем уверен. В общем, они где-то, о боже, там больше денег, чем в Гостерит, представляете? Может быть, действительно? Я знаю, но смотрите, здесь видите, да, что за 2011 год доход выше, чем в Гостерит за 2011 год. Максимум, да, за 3 года. Почти 13 миллионов сомов собрали они в июне. Это очень круто. Давайте посмотрим структуру, да? А вот теперь самое интересное. Вот это красное, это дотации.
меньше налогов, чем в Госдуме. И больше чем. Но интересно то, что и в налоге, да, и в Госдуме одинаковый уровень. У вас не возникает каких-нибудь подозрений? В Госдуме все налоги учитываются, плохо собираются налоги, да? Вот такие вот интересные, да, может быть там с налоговой хорошо собирает налоги, но просто это не попадает сюда, да, потому что, может быть, ну не знаю, да, всякое возможно, человеческий фактор еще возможен. Но видите, благодаря этому порталу вы можете увидеть такие вот аномалии. Зарабатывающий регион имеет такую же структуру доходов, как не зарабатывающий регион. Да? И в принципе, как бы у обоих одинаковый уровень доходов. Да? Но я в жизни не поверю, что у Стали всего лишь 50 миллионов можно собрать. Ну, у вас какой-нибудь посмотрите. Столицу посмотрим. Или южную часть Иссыкуля. Ну так, это в южной части Иссыкуля, давайте посмотрим. Каджисай, например. Аджисай? Давайте. Так, это у нас вот здесь, да? Нет, Тонский. Тонский район. Лазим на том. Здесь мы видим Каджисай. Заходим на Каджисай. Ну, вот здесь 13 миллионов всего. Вот. Самый максимум это было 4 миллиона, да? Собрано. Ну, в этом году тоже, кстати, в мае неплохо собрали. Теперь структуру посмотрим. Сколько из них с правительства пошло, с Бишкека? Больше 50% перечислил Бишкек. Но там есть пансионат «Утес». Там большая активность. Там казахи выкупили несколько, там, десятков гектаров земли. Не знаю, аномалия. Мы живем в чудесной стране, где все возможно. Так, давайте теперь посмотрим, скажем, Бишкек, да? Вот это самое интересное, наверное. Не налоговые доходы. Весь Бишкек посмотрим, да? Да, думаю. Ну, по району тоже можно. Ну вот, Бишкек на сегодня собрал, в среднем он собирает где-то 40 с чем-то миллиардов в последние 3 года. И вот сейчас, видите, да, примерно 60, так, это что у нас, 1000 сомов, да, кило, то есть здесь 1000, да? 6 миллионов суммов, да? Нет, это не так. Было 600 миллионов. 600 миллионов. 600 миллионов. Хотя может и больше. Ну, сейчас мы по-другому посмотрим, через казначейство. Ну, вот смотрите, в Бишкеке практически нет дотаций, потому что Бишкек датирует всех. Ну, правда, все с регионов говорят, вот мы кормим Бишкек, да? Но цифры показывают немножко другое. Бишкек зарабатывает, налоговый доход 82%. Штрафы, сборы за стоянки, за парковку, ну и так далее, это 16%, видите, да, зеленый. Красного вообще там 0,41%. Вот Бишкек зарабатывает и уже распределяет регионы как дотации. Замечательно, да? Теперь давайте посмотрим по суммам, да, более конкретно. Сколько же зарабатывает Бишкек? Вот, смотрите, на сегодняшний день это 39, это за 2013, да, 39 миллиардов он уже собрал. За 2012 год он собирал 54 миллиарда. За 2011 Бишкек собрал 46 миллиардов. Видите, да? То есть, ну, больше 50% всех денег, которые потом распределяются по республике дотациями, собирается в Бишкеке. Ну, а дальше по мелочам со всех остальных регионов. Поэтому такие неблагодарные горожане, которые кормят все регионы, вот как вот. Теперь следующий, да, портал я хотел бы вам показать, это портал государственных закупок. Вот здесь самое интересное. Здесь вы увидите, как чиновники тратят наши деньги. Видите, да? Здесь все тендеры объявляются. Сейчас уже постановлением правительства все, кто хочет продать государству что-то, от картошки до, не знаю, до бланков строгой отчетности, да? Все это проводится через сайт, публикуется через сайт. Вот смотрите, здесь мы видим, да, список организаций, которые объявили о том, что скоро им понадобится что-то купить. Если вы нажимаете на них, вы получаете информацию. Они еще подробности не написали, да? Хорошо. Давайте посмотрим планы, кто сколько хочет закупить, да? Кто
общем, сейчас планируется такое дело сделать безлюдными торги. Сейчас, пока как по старинке, собирается комиссия, говорит, мы вот типа хотим купить вот в Айлюк-Мюклю зерно. И потом они сформируют комиссию, объявляют тендер, в Иркинтон уходит, потом государственный бюджет деньги пуляются, ну, компанию, которая считается лучшей. Лучший критерий считается низкая цена. Есть подозрение, что иногда выводятся деньги из бюджета следующим образом. Несколько компаний берутся, и сразу все они подставны, принадлежат одному человеку. И одна из них побеждает, то есть один и тот же человек побеждает, да? Выигрывает контракт, потом он берет с бюджета деньги, ну, например, скажем, ну, не знаю, построить, например, вот эти цветочные пирамидки, да, в городе. В отчете он пишет, что было потрачено там 15 миллионов сомов, а фактически их себестоимость на рынке оказывается 3 миллиона сомов. Остальное все в кармане, все нормально. Поэтому так выгодно быть мэрами, я не знаю, там, министрами и так далее. Да? То есть это бизнес. А здесь иногда это становится видно на этом портале. Например, был случай такой, вот в начале этого года мэрия Промалты решила купить себе джип за 7 миллионов сомов. Журналисты открыли сайт, увидели, сказали, вы что, офигели, да? Джип можно купить за 1 миллион сомов, вполне себе, да? И они сразу занервничали, написали на тех ребят, которые сделали сайт, то есть на нас, да? Эти сволочи ошиблись, у них ошибка в программе. Наш специалист правильно все вел, там было 700 тысяч, а он там ошибся, ну, то есть программа вымкнула. То же самое было с политетом. Политет решил купить себе за 4 миллиона машину служебную. Опять-таки, машину служебную можно купить и за миллион на самом деле на рынке. Праворукую вообще можно новую, да, вот, вчерашнего завода прям праворукую машину купить за эту сумму. Но нет. И в итоге тоже, они же опять написали жалобу, сказали, мы ввели все нормально, там была вообще маленькая сумма, вообще незаметная, да? Эти сволочи, короче, на портале напортачили. Ну, естественно, мы отмолчались, а что нам, да, отказаться. Но факт в том, что они не смогли провести эти закупки, потому что люди заметили на этом портале, журналисты, да, некоторые особо такие фанатичные, что здесь что-то не так, аномально. Вот, скажем, Чуйская областная стоматологическая поликлиника, да, она, кажется, государственная. Детское управа Дельгетау, Беловодская аэропорту. Посмотрим, сколько Беловодская аэропорту планирует затратить. Ну, здесь цифры больше. Чуйская область очень богатая, зарабатывающая. Вот, а Белорусская аэропорту собирается потратить 20 миллионов. А что, пока они сейчас попробуем открыть, и сейчас откроют. Но если вы понимаете, да, что как бы через этот сайт сейчас все обязаны сюда заносить информацию, вы можете, кстати, сами продать что-то государству. Можете зарегистрироваться здесь. Если у вас что-то есть, что нужно для государства, ну не знаю, там, Министерству финансов потребуется, не знаю, 50 тонн бумаги, да? Туалетной или пищи, да? И вы как человек, который может, иметь свой бизнес небольшой по поставкам бумаги, да? Снегурочка или что еще, да? Можете записаться и участвовать на тендере. Естественно, бывает так, что, то, что я чуть раньше рассказал, тендеры бывают не вполне такие честные, да? Когда вы заходите сюда, жалобы и жалобы. Ну ладно, пока он открывается, он не точно так быстро открываться. Кто обрабатывает жалобы? Жалобы, они сразу автоматически сюда. При Министерстве финансов есть департамент по государственным закупкам, они должны обработать эти жалобы. Но фактически эти жалобы могут быть доступны любому гражданину. И самое правильное, это когда они оформляются должным образом, попадают в прессу. У нас в государстве сегодня одного папы нет, то есть одной крыши нет. И их много. Поэтому особую роль приобретает пресса. Чтобы опереться на людей, что-то публикуется и потом делаются какие-то решения. Поэтому, чтобы вот это все правильно жалоба сработала, нужно, чтобы она попала в прессу отсюда, из этого сайта, и чтобы она попала в органы, да, по официальным заявлениям. Например, если вы заметили, что вас выбрали с аукциона, да, недобросовестные участники, да, у которых есть говор с комиссией. Вот
такие вот инструменты предоставлены. В будущем планируется полностью торги проводить через интернет, без встречи членов комиссии с фирмами, да, которые непосредственно это делают. И тогда, наверное, будет счастье, да, потому что уже будет труднее людям это все мутить. Так, ну, жалоба сейчас пока открывается, я готов к вашим вопросам. В принципе, у меня все на сегодня. Как давно это все работает? Это работает уже больше, чем 1 год. Точно. Ну вот, кстати, жалоба. Мы представляем особе Кем из города Ош для получения документа участия в проходили Ошский областной детский турдиспансер. Нам говорят, что документы не готовы, и ответственный человек ушел, несмотря на то, что тендер осталось 2 дня. Видите, да, как бывает, такие чудеса. Такая же ситуация в Ошском колледже. Мы думаем, что это делать специально, чтобы как не знакомиться на тендере. Вы несовершенны в нашем государстве, но самое главное, у нас уже есть возможность зафиксировать четко, где оно несовершенное. А на эти жалобы ответ как? Дальше публично отвечать? На эти жалобы, как правило, сейчас пока такой я не видел практики, да? Пока они так хорошо не отвечают. Это нужно создавать общественный резонанс, да. Чтобы жалоба попала во внимание власти, надо создать общественный резонанс. То есть, вот... Добавьте функцию. Пусть отвечают здесь. Как? Функцию добавьте, пусть здесь отвечают. На российских сайтах есть же сейчас. Здесь есть такая функция, называется Почему не форум. отвечают? Нет, Так. сразу данная жалоба она не носит официальный характер, поэтому... Ну, понимаете, как бы здесь этого недостаточно. Здесь есть общественная реакция. Так, пока все это висит, все могут прочесть. Это можно написать в газете, ну, пока все То есть доступно. они не обязаны отвечать, получается? Они обязаны отвечать, но просто есть еще практика, да? В практике пока такого нет. Инструмент прозрачности создан, можно наезжать. А вот как они все поведут, это уже следующий Нет, вопрос. просто, например, если я внесу жалобу в соответствующий орган, зарегистрирую, я потом в течение 30 дней могу потребовать, чтобы ответили мне. А в данном случае у меня есть такое право? Надо сопроводить письмом бумагу. Пока у нас требуется законодательство, в котором как бы комментарий или запись на официальном правительственном сайте должен иметь законную силу печатного бумажного документа. Да? Но пока у нас в Гражданском кодексе записано, что под документом может быть лишь бумажка, где есть подпись ваша и ваша, и написано желательно ничего. То есть у нас Гражданский кодекс немножко против прогресса. То же самое в России, то есть и сайты мониторинга, они все равно подкрепляются документом бумажным. Ну да, это вот советское наследие. Но в Эстонии... Я могу сказать, вот я общаюсь напрямую с сайтами российскими, да, там, области и так далее. Вы пишете им ответ, вернее вопрос, да, пишете официально, что я такая-такая. Приходит официальный ответ. На бумажке приходит и на сайте они публикуют. Так что у них это работает. Надо это просто ввести у нас. Что они на наши люди хуже, что ли? Ну не отвечать на такие. Вы попробуйте вот залезть на сайты официально, районы, области. Почему? Это что же государство? Необходимо, чтобы гражданское общество этого потребовало. Потребовало, Мы сейчас да. радуемся тому, что нам удалось заставить всех государственных чиновников хотя бы раскрывать свои планы, да, раскрывать свои тендеры. Вот этому мы радуемся сейчас. Мы же гордимся тем, что у нас более открытое общество, чем в России. А теперь мы хотим сделать следующий шаг. Но этот шаг сделать самой технической команде невозможно без общественного какого-то поддержки, общественного резонанса. То есть мы можем как-то сформировать общественное мнение, потребовать того, чтобы хорошо. Да, но чтобы это мнение появилось, уже есть инструмент. Ведь знаете, сейчас кажется, нету такого механизма, потому что согласно закону об обращении граждан, они должны ответить, но на анонимные они не отвечают. То есть должна быть личная подпись, да, контактная информация, а здесь идентификация проблемы. Здесь идентификация не проблема, потому что, чтобы допустить к тендеру предприятия, ему необходимо перевести все документы, которые загружаются на сайт. Нет, например, если я хочу написать жалобу на Минюст, например, я размещаю здесь. Как они определяют, Не, ну что это подождите, временное? здесь же только на это Минюст. Это жалоба только на закупки? Только на государственные закупки, да, только на государственные. То есть, если вы продавали Минюсту бумагу, опять-таки, они своим знакомым продали, вам стало известно, вы пишите сюда. Вот. Ну, это как инструмент борьбы с коррупцией. Естественно, вот, в принципе, еще вопросы. Все, уже, Время кончилось? по идее, вы время отдыха забрали. Хорошо.
что было интересно. Ну, я заслужил. Ну, спасибо. Пожалуйста, пользуйтесь этим сайтом и замечайте аномалии и трубите, потому что это А наш ваш специальный телефончик день. можно?